С нами сейчас на прямой связи по скайпу член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Алло, Эскендер ага, селям алейкум. Алейкум селям. Эскендер ага, вы вот как крымский татарин, как член Меджлиса крымско-татарского народа, на что в первую очередь обращали внимание при изучении программ кандидатов в президенты Украины? Но дело в том, что мы изначально, еще 27 декабря, когда проводили пресс-конференцию, в данном случае я больше позиционировался как активист международного движения за оккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом. Мы обозначили три основные проблемы. Три вопроса, которые мы хотели бы увидеть в программах кандидатов в президента и в их избирательной риторике. Первый вопрос — это вопрос, как будет деоккупировать Крым кандидат президента, когда станет президентом. Второй вопрос — это как он будет защищать права человека на оккупированной территории, в оккупированном Крыму. И, конечно же, третий вопрос — это каким образом он будет реализовывать коллективное право крымско-татарского народа. И как раз-таки мы, проводя эту кампанию, проводя первый тур, полностью проанализировали эти программы. Я думаю, что Сергей уже сказал об этом. Что, конечно же, можно сказать, что как бы отражены эти три вопроса были у Кривенко, у кандидата в президенты Украины, а также у определенных таких вот топовых, да, или фаворитов избирательной кампании. И, конечно же, у 14 кандидатов в президентах вообще не было информации о Крыме, и мы их внесли в серый список. И, соответственно, сейчас уже четко определились по черному списку. Ну и, конечно же, 20 кандидатов, у которых просто Крым — це Украина или Крым потрібно звільнити, то есть Крым необходимо освободить. Поэтому с нашей стороны мы считаем, что, во-первых, мы должны сделать топовой темой проблему оккупации Крыма или проблему даже деоккупации Крыма, крымско-татарского народа и права человека, чтобы эти вопросы были в риторике у кандидатов в президенты. И наша задача эти вопросы максимально вернуть в такой важный политический процесс, как выборы президента Украины. А как потому что очень важно, чтобы дело в том, что чтобы украинский избиратель четко разбирался и четко для себя мог выявить либо кандидатов, которые некомпетентны и не понимают, чем должен заниматься президент Украины. Во-вторых, помочь избирателям выявить представителей пятой колонны, которые завтра не будут работать в интересах украинского народа, в интересах крымских татар и, соответственно, в интересах восстановления целостности Украины. А какая из этих программ, по-вашему, наиболее близка к интересам крымско-татарского народа? Наиболее близка. Здесь, конечно, по программам всех кандидатов не пробежишься, но я уже назвал имя одного из кандидатов, это Кривенко. Конечно, он не является фаворитом избирательной кампании, но он представляет Народный рух. И это связано с теми политическими процессами, историческими политическими процессами, когда Народный рух тесно сотрудничал всегда с Меджлисом крымско-татарского народа. Конечно же, понятна позиция действующего президента. То есть, по сути дела, по его программе мы видим четкий курс продолжения тех действий, которые он осуществляет сегодня. И, конечно, это евроинтеграционные процессы, евроатлантической интеграции, это процессы, скажем, в том числе в риторике мы часто слышим о поддержке крымско-татарского народа и необходимости разрешения его проблем, а также о проблемах защиты прав человека в Крыму. Я бы сказал, что достаточно четко идет информация в программе и в риторике у Юлии Владимировны Тимошенко. Ну и, конечно же, у кандидата в президенты Смешко. Далее, конечно, реагировали определенные кандидаты на наши заявления, на наши запросы. И на это отреагировал кандидат в президенты Добродомов, правда, он сейчас снялся. Была реакция Данилюка, но дело в том, что мы определили для себя, что он далек от понимания категории коренные народы. Ну, Садовой, в принципе, откликнулся, но мы не увидели четкой конкретики. Я думаю, из лидеров избирательной кампании
все-таки я бы назвал пока двух кандидатов в президенты, у которых отражена позиция есть хотя бы какое-то понимание, да, и по деоккупации Крыма это Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Что касается Зеленского, мы, конечно же, будем дополнительно обращаться и к нему, и к другим кандидатам, где будем просить более четкого позиционирования в отношении всех этих трех вопросов. В особенности последних двух – это защиты прав человека в оккупированном Крыму и реализации права крымско-татарского народа. Если я правильно понимаю, что именно поэтому Меджлис крымско-татарского народа, да, принял решение поддержать на выборах в марте действующего президента Петра Порошенко. И что, вот, допустим, будете делать, и что будет делать Меджлис крымско-татарского народа в случае, если Порошенко не победит? В данном случае действительно Меджлис крымско-татарского народа принял решение поддержать действующего президента в связи с тем, что основными аргументами, конечно, является то, что курс политики действующего президента, он понятен, он не противоречит восприятию или ситуации по реализации тех проблем, которые сложились. Это вопрос, опять же, евроинтеграционный, евроатлантическая интеграция. Это, скажем, духовная независимость, приобретение духовной независимости Украины. Это защита прав человека. И в риторике президента действующего мы неоднократно слышим, скажем, посылы в адрес защиты в реализации права крымско-татарского народа. Если не станет президентом Петр Порошенко, то жизнь продолжается, и однозначно Меджлис крымско-татарского народа будет дальше проводить работу. И я думаю, что в данном случае в Украине будут парламентские выборы. И понятно, что амбиции Петра Порошенко будут продолжаться, и его команды, я имею в виду, и будут продолжаться в выборах парламентских. И понятно, что Меджлис крымско-татарского народа, скорее всего, будет работать в том числе и в этом направлении. Но я считаю, что нам в том числе нужно коммуницировать и с теми кандидатами, которые все-таки, у которых есть четкое видение по деоккупации Крыма, что архиважно для крымско-татарского народа, и, конечно же, разрешение проблем крымско-татарского народа. Вот, кстати, о проблемах, Искендер Ага. Вот буквально минута до завершения нашей беседы. Вот, кстати, о проблемах. Решит ли, по-вашему, будущий президент Украины вопрос крымско-татарской национально-территориальной автономии? Вот как раз я об этом хотел сказать, что, конечно, много зависит от позиции президента, но у нас предстоят выборы в парламент. И поэтому нам нужно искать все равно союзников в парламенте, не только представителей партии или блоков будущего президента, или Петра Порошенко, да, в данном случае. Поэтому в данном случае нам необходимо, чтобы в парламенте Украины было большинство депутатов, которые бы поддерживали реализацию коллективных прав крымско-татарского народа в виде национально-территориальной автономии крымских татар. Çok sağ olun. Член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель крымско-татарского ресурсного центра Искендер Бариев с нами был на прямой связи по скайпу. Какая из